Исәмсез, кадерле дуслар, хөрмәтле кунаклар, кадерле Чулпан Мусеевна. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые гости, любители поэзии. Я думаю, не ошибусь, именно назову. Любители поэзии сегодня здесь собрались, любители литературы. Начну с того стихотворения, которое я посвятил в своей книжке Мусе Джалилю. Это стихотворение называется «День поэта». Сегодня здесь Мусу Джалиля вновь вспоминаем мы. Его талант, его живое слово, как светолуч из отдаленной тьмы. И дочь Чулпан, пришедшая навстречу, здесь видит вновь отцовскую любовь и мудрость слов, и обаяние речи в родную душу проникают вновь. Татарского поэту душу враги хотели очернить и оболгать, и стойкий дух разрушить, прервать времен связующую нить. История страницы нам открыла всю правду доблестных времен, и люди унесут навек с собою величие дней и высоту имен. Сегодня мы представляем совместную работу, книгу «Хади Татар», обычный татарин, совместно с Анисом Шаймардановым, переводчик, композитор, певец, музыкант. И татарин. И вот он перевел все мои, не все, но избранные мои стихи на татарский язык. И эта книга называется «Билингва», то есть русский текст, татарский текст. Мой русский текст, его татарский текст. Так что покажись, Анис, похлопаем меня. А вот из нашей книжки с Анисом Шаймардановым я читаю следующее. В первую очередь, конечно, татарский язык. Потому что для меня, студента в Татарстане, в Казанском авиационном институте, я там только по-настоящему начал изучать татарский язык. Родился я в Ташкенте, вырос среди, конечно, своих родственников татар, но у меня отец все время отсутствовал, мать все время учительницей работала в школе, утром уходила, вечером приходила. Я вырос с бабушкой Гульшат Алустай, которая мне привила любовь к татарскому языку. И первое стихотворение, которое я у нее услышал, это «Туган-тель». Когда мне было 3,5 года, она прочитала. И «Туган-тель, и матук-тель, аткам анкамның теле, дөньяда күп нәрсә белдем, син туган-тель аркылы». И вот это стихотворение я наизусть помню, и сейчас пою часто, когда собираются татары, и это же является, в общем-то, нашим гимном татарского народа, неофициальным. Вот. Поэтому вот мое стихотворение. Родной язык мой так прекрасен, влюблен в тебя я с малых лет. Я с колыбели полон песен, ведь мама пела их чуть свет. Родной язык и мать единый, и днем и ночью вместе мы. Былого древние картины всплывают звуками из тьмы. И память доблестных столетий, и свет побед, он не потух. Пусть сохраняют наши дети его величественный дух. Перевод. Татар телем, туган телем минем, ул гаҗәеп, кече яшьтән гашыйк иткән тел. Әни җыры аша миңа иңгән, бишегемне нурлы иткән тел. Туган телем әни сүзе белән, көн-төн була минем янымда. Үткән тарих баса, сүрәт булып, ахаң булып кайный канымда. Данлы гасыр истәлеге яши, җиңү булып яши, сүнмәгән. Балаларга рухи бөеклекне җиткерәсе иде тел белән. Дорогие друзья, вот когда я 6 лет тому назад пришел поступать в Литинститут, принес 300 строк своих
несовершенных стихов на конкурс, чтобы меня могли принимать. А там была зав. Отделом образования Оксана Павловна Лисовская. Она мне говорит: уважаемый, так у вас только 300 строк, а для того, чтобы поступить, нужно 500 строк. Я тогда ей говорю: уважаемая Оксана Павловна, если бы вам Александр Сергеевич Пушкин принес одно только стихотворение: «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты», и так далее. Она открыла рот и побежала к ректору. И говорит: вот тут пришел один татарин, принес только 300 строк, стихи такие средненькие, как быть? А что он ответил? Он говорит: а он прочел стихотворение Пушкина и сказал: приняли бы вы его или нет? Он сказал: принимайте. И вот так я попал в Литинститут. Я мастерством друзей богат. С поклоном каждому из вас я в этот зал пришел сейчас. Когда я слышу ВЛК, к бумаге тянется рука. Когда я слышу ВЛК, приходит новая строка. Забыв забавы и грехи, писать мне хочется стихи. Я не валяю дурака, когда я слышу ВЛК. Прочь с сердца всякая тоска, рифмую и пишу слегка. Так страсть ахата велика. Я вас приветствую, друзья, без ВЛК нам жить нельзя. Я всем и всем я говорю: пока. До новых встреч на ВЛК. Есть такие? Ну, другой стих я думал, что будете читать. Литинститут. Давай Литинститут. Ах, эти годы бывшие, стремления сумбурные, Давай. и эти курсы высшие, шаги литературные. Шагаю робкой поступью, немею и робею. Не поздно ли, я много не умею. А рядом души юные, сокурсницы любимые, о вас я часто думаю, помощницы незримые. Учили нас возвышенным, словам и рифмам яростным, чтоб быть людьми услышанным, задолго мне до старости. И вот мои усилия хочу услышать лично, чтоб Валентин Васильевич сказал: ахат, отлично. И вот перевод. Литинститут. Ах, бу узып киткән еллар, вайымсыз омтылышлар, югары курс баскычлары, әдәби артылышлар, кыюсызлык адымнары, телсез куйды бер мәлгә. Соң түгелме, нигә кирәк, уй ашармы гамәлгә? Тирә-якта яшь кызчыклар, шул курс өчен янганнар, уйларымда сез яшисез, гел ярдәмчем булганнар. Өйрәндек без шигъри юлга, рифма эзләп табарга, кешеләргә үз уеңны төгәл әйтеп калырга. Тырышлыклар бүләкләнде, моны ишетү рәхәт, һәм Валентин Васильевич әйтте: отлично, ахат. Дорогие друзья, значит, по этому стихотворению я могу только одно сказать, что когда я пришел в Литинститут, мне было 74 года. Среди меня, там у нас было около 40 человек в группе, из них было 3 мужика, я и 2 молодых поэта. И остальные все девушки. От 20 до 30 лет. Поэтому я был там как в малине, прямо скажем. Так? Стимул был. А недавно мы сидели тоже на празднике 85-летия Литинститута. Да. Сидели. Дорогие друзья, вот еще одно стихотворение прочту. У тебя есть оно? Весны? Нету? Я тогда прочту. Почему? Я вот своей жене, ну, жена у меня русская, правда, 3-я, вот. Но мы уже с ней в этом году должны вот в этот месяц справить фарфоровую свадьбу. Вы знаете, фарфоровая свадьба — это 20 лет. Так что я счастлив, что у меня 20-летие еще с женой моей будет. Так? А ее зовут Наталья Юрьевна Потемкина. Она родом от князей Потемкиных идет. Ее отец
князь Потемкин был. Ну, ей, конечно, моложе меня, она на 7 лет, ей 73 вот исполнилось, а мне уже 80, так. И вот на 8 марта я ей написал такое стихотворение. Такие славные дела, весна неутомимая, моя Наталья расцвела, жена моя любимая. Не сердится и не ворчит, а больше улыбается. Ручей течет, скворец скворчит, все лучшее сбывается. Действительно, писал стихи в любой обстановке, и в корабле, и потом и в Союз писателей поступил, и все это. И действительно, идущий от сердца у него, идущий вот с такой теплотой, и стихи, и такая память, и такое действительно удивительное отношение и к культуре, и к литературе, и к поэтам. Мне просто вот хочется сегодня воздать вот как-то должное. Я действительно с большим уважением и с большим восхищением всегда отношусь, еще с самых тех пор, когда познакомилась с ним. И вот человек не писать стихи не может, видимо, потому что, несмотря на то, что действительно такая биография не сходная с самого начала, с писательской стезей, и в то же время вот он не писать не мог. Вот это говорит о том, что вот талант у человека. Сегодня мне хочется просто вас поздравить с этой книгой. И вот у моего отца есть стихотворение, одно из моих любимых, «Случается порой». И там последние строчки, порой, вот, который начинается «Порой душа бывает так тверда». «Пускай мои минуты сочтены, пусть ждет меня палач, вырыта могила, я ко всему готов, но мне еще нужны бумага белая, черные чернила». Вот тоже, то есть он не мог не писать даже в тюрьме, даже перед смертью, даже зная, какой конец его ожидает. И вот это истинные поэтические души. И вот такая же поэтическая душа у вас, Ахат Газизович. И я преклоняюсь перед вами и очень ценю ваше отношение к моему отцу и ценю ваш талант. Спасибо. Дорогие друзья, разрешите мне от вашего имени вручить цветы Чулпан Мусеевне. Спасибо. Затем я Спасибо. знаю, что ее отец герой Советского Союза. А вот я достал книгу «Женщины, герои Советского Союза и России», чтобы дочь Мусаджалиля имела вот такую книжку и знала о женщинах, героях Советского Союза. Спасибо. Bizning bu şiiriyat kişisi Musa Celil'den başlandı, Musa Celil bilen devam etti. Bu действительно Musa Celil kaldırgan şiiriyat мәңгі yaşayacak. И bizning bugungi şairimiz ondan Musa Celil'den ketip o'zining şiiriyatini devam etti. Sizning şiiriyatingizning bir tamiri var. Патриотизм. Патриотизм вчера, сегодня и будущий патриотизм. Biz bunda iki şiiriyat, üç şairler arasında tanınıp oturarız. Musa Celil, Ahad, Enes, üç şair, üç tilde, iki tilde söyleşeler. Rahmet sizge. Bulgan bu kişide bizge şunday köngüllülük bergen için, kileşekte de sizning şiiriyat tarihi. Siz bizge şiirler arasında o'zingizning bütün biografiyangizni so'zlab berdingiz. Onsi da bek qiziq. Bildirdingiz. O'zingiz turida shi'riyatga yozib bizga so'zlaganingiz uchun. Bek zo'r rahmat bunda keluvchilarga, hozirgi bugun kishilarga, yoshlarga, bizning bugungi shoirimiz sizga zo'r misol bo'lib tursin. Rahmat. 2 iyunda tipografiyadan chiqqach qo'ynar kelish bo'lak ekan ya mana avtor. Kisada yeri to'za bitdi endi. Alıştırga bulamı? Yo'q, bunday yozilgan. Alıştırib. Belki muzey uchun qoldiramiz.
Моңардан менә бар шигырьләрдә шагы монда инде укыган кешеләр әйтеп үттеләр. Менә берсен генә укып китәсе килә. Ашыктырма. Вакыйгалар санын барлыйм гомер үтеп киткәнгә. Елларым минем дәрәҗәм һәм тугрылык үткәнгә. Бар да истә онытылмый. Кайнар яшьлек елларым, язның көзнең буяулары, шынга ашмаган уйларым аларда булган. Тормыш куя үз таләбен, әмин тыңлыйм, гел тыңлыйм. Ходаем син ашыктырма. Уйларымны башкарыйм. Бик матур тәҗрибә. Русчасын укымыйм. Очень рада оказаться здесь, и не просто рада, а счастлива, потому что такая атмосфера, когда старшее поколение, младшее поколение, и, наверное, это очень-очень важно, что есть люди, которые собирают, дают такое пространство, и есть люди, которые не ленятся и делятся щедро от души всем, что есть в сердце. Вот я очень рада, ну, то есть мы, наверное, с вами, конечно, виделись часто, но вот так близко мы познакомились позавчера. И я очень счастлива, что это знакомство все-таки произошло, и многие-многие лет. Последнее, что я хочу сказать, мы в этом году проводили в последний путь на 91-м году жизни Андрея Дементьева. И я не могу 4 строчки из его стихов прочитать именно для вас. А он, видимо, обращался вот к тем, кто любит поэзию, к тем, кто приходит читать, слушать стихи и сам читать. Благодарю вас за доверие, за эти отцветы любви. И если я во что-то верю, то потому лишь, что есть вы. Спасибо.